Этот медоленивец я вам показывала уже 1000 раз, сегодня покажу 1001. Этот торт любит вся моя семья, а сыну я его обещала приготовить уже, наверное, месяца 2. А у меня то руки не доходили, либо пчелки мед не откладывали. Короче, берем сотейник, туда мед, сливочное масло, ставим на маленький огонь. И как только масло растопили, добавляю пищевую соду, берите какую-то посуду с высокими бортиками, потому что будет пениться. И помешивая, добиваемся нужного цвета, такого насыщенного, желтого, прям золотого Переливаю цвета. В другую мисочку даю остыть, а в другой миске соединяю щепотку соль, сахар и яйца. Взбиваю до такой светленькой пены. Много взбивать не нужно. И туда добавляю остывший уже мед, тоненькой струйкой, и все вбиваю. Просеиваю муку и расхеритель, и, собственно, все наше тесто готово. Как обычно, делю его на 2 части, то есть выпекаю 2 раза. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выливаю половину теста, выравниваю, отправляю в разогретую духовку 180 градусов минут 7. Главное не пересушить. Таким образом у нас получится 4 коржа. Края я обрезаю, их потом просто блендернем и все. Получится крошечка. А для крема я соединяю сливки, сахар и немного сметаны. Все, конечно же, оставлю вам в описании под видео. Собираем тортик, украшаем крошками. Кстати, в холодильник можно не ставить его, можно сразу есть. А если поставите на часик, он будет нежнее и вкуснее. Также можно еще коржи пропитать молоком, тоже как вариант. Готовьте, приятного аппетита!